На юге появилась идея Гагаузской республики. Да. И это все подпитывалось союзным центром, потому что когда 19 августа 1990 года была провозглашена независимость от Республики Молдова, и обратились к союзному центру с просьбой о том, чтобы Гагаузия участвовала в подписании нового союзного договора. Да? Так это что? И когда Анатолий Лукьянов, который помимо того, что писал стихи, был и председателем Верховного Совета СССР, к нему пришли депутаты из Советской Молдавии, что происходит? Он сказал, если Молдова подпишет новый союзный договор, эти республики исчезнут. Если нет, уходите в свою Румынию. Но это было, понимаете. Но я к тому, что хочу быть правильно понят. Это было. Но это принес сюда, вот и Михаил Васильевич Киндигелян написал толстую книжку. Да? Это не для того, чтобы кого-то обвинить, что мы не можем изменить прошлое. Да? Ошибки были допущены со всех сторон. Я повторяю, тоже постановление номер 400. И со стороны Народного фронта тоже? Ну, тогда только в Северной Корее там ошибок нет. А так, да. Ну, то есть, когда вы говорите со всех сторон, я прекрасно сейчас понимаю, нет, что зрители из нет, Гагаузии... Народный фронт это после того, как были проведены первые выборы 25 февраля 10 марта 90 года в Верховный Совет Молдавской ССР. На всей территории Молдовы были проведены выборы. И когда 23 июня 90 года Верховный Совет, он же парламент, принял декларацию о суверенитете, после этого появилась 19 августа в Камрате и 2 сентября в Тирасполе. Республики в составе СССР.